Здравствуйте, друзья! Среди всех ненастий и проблем нашей тяжелой жизни сегодня я решила уделить внимание самой приятной и радостной части во всей волонтерской тяжелой работе по спасению, чтобы и вас немного порадовать. Сегодня у нас ролик о счастливчиках, которым мы помогли спастись, выжить и дождаться своих семей. Начну с бурятского Валдая. Приехал он в Москву в числе 12 других бурятских смертников, которых в Бурятии приговорили. Вот они на перроне Московского вокзала. Стой здесь, жди Роберта, потому что мы пошли к машинам, а Роберт может разминуться с нами. Далее было 1,5 года передержек. Нелегко и не запросто ищутся семьи, поэтому долгий путь проходит каждая спасенная душа. И вот наш веселый, неугомонный Валдайка наконец-то уехал в семью, в Европу. Все хотят. Теперь он домашний, в тепле, в заботе и с детьми. Все как должно быть. Но какой же он долгий, этот путь. Будь счастлив, малыш Валдай. Мы очень старались сделать тебя счастливым. Вы помните, друзья, месяца 1,5-2 назад мы собирали на дорогу 2 собачулям, Вуди и Ириске. Они уезжали на пристройство в Германию. И я обещала вам рассказать о них, когда они будут пристроены. Да, там годами они не сидят на передержках. Прошел месяц или менее, и вот они уже в семьях. И я об этом вам сейчас расскажу. Краснодарский Вуди от Женечки, которая в июле попросила спасти меня его, так как завтра его пристрелят по указанию директора завода. Женечка, добрый вечер. Это охрана. Короче, приехал наш хозяин, он посмотрел, сколько у нас здесь животных, и сказал, значит, вот здесь под магазином живет один пес. Хороший пес, рыжий такой. Вот. Но он ему сказал, убрать его, или чтобы он здесь не находился, или его уничтожат. Поэтому помогите, чем можете. Тогда я забрала его тихо, молча. Таким несоциализированным, неласковым приехал он на мое кураторство в Москву. Приехал таким, что я напугалась, потому что денег на социализацию такого нет, и потому что сажать такого дикошарова некуда. Это провал и облом, сказала я себе. И моя дополнительная головная боль. Ну, раз взялась, стисни зубы и что-то делай. Проси, умоляй, куда хочешь размещай, плати. Скучно мне не бывает. Передержка пахала над ним днем и ночью. И не зря. Из него получился достойный ученик. Он научился хорошим манерам, достойному поведению, научился радоваться человеку, быть веселым, игривым и даже улыбаться в этой жизни. И вот такого обученного всему проводили наконец-то мы в новую жизнь. Он был готов, и за него уже было не стыдно. С ним не будет проблем. Поэтому он, красавчик, и пристроился там быстро. Его взяли 3-й собакой к 2 возрастным домашним собачулям. И вы знаете, всех их жизнь изменилась в лучшую сторону. С появлением молодого, активного, задорного
Их старенькие хозяйские собаки, которые ранее только лежали, теперь все активно бегают, а движение продлевает жизнь. Всем стало весело, и наш Вуди, который недавно сам учился жить среди людей, теперь радость и наслаждение дарит другим. Будь счастлив, Вуди, тебе выпал счастливый билет, и ты прошел свою школу. Теперь об уехавшей Ириске, которую мы с вами также собирали в новую жизнь недавно и на дорогу. Собирали и не зря. Здесь она, спасенная из Астрахани щенком, прожила года 3 в Москве, сменив 4 аж передержки. Вспоминать тошно. Одно разочарование от людей. Редко кому везет из собак сразу и быстро. Вот Вуди, да, тяжело, но быстро, 3-4 месяца. А с Ириской вся эпопея длилась 3-4 года. Из Астрахани ее вывозила и спасала куратор из Америки. Там она была на грани смерти. Лечили в этой Астрахани. Потом была черная передержка здесь, в Подмосковье. И вот оттуда я ее уже забирала на свое кураторство. Потом были и мои неудачи с выбором передержек, и тоже исправляла свои ошибки. Тернистый путь проходили мы с этой Ириской. Неприятно вспоминать, тяжело на душе. Но главное, мы его прошли. И семью она свою дождалась. Значит, все нервы и силы потраченные были не напрасны. Девчушку любят, наглаживают, как будто всегда здесь и жила. Гуляет и наслаждается проведенным с хозяйкой временем. И такая история тоже была в нашей жизни. История со счастливым концом. Будь счастлива, милая астраханская девчушка Ириска. Ну-ка, сиди-ка, стекает бедной кровью. Сиди-ка, иди сюда. Иди сюда. Теперь, друзья, об Аркаше, которому мы с вами недавно собирали на титры с улицы Якутска. Забирали его в конце 23 года. Был он сбит машиной и с окровавленной ногой. Прыгал с порванным сухожилием. В Якутске наложили зачем-то гипс, ненужный ему. В гипс попал и писюн, наверное, случайно. Хорошо, что быстро прилетел в Москву и лечился уже в стационаре почти месяц. Ногу удалось спасти. И 2 года потом жил у нас на передержке. Так бы и прожил до старости, если бы не позвали на пристройство в Германию, туда, где у нас уже живут якутские не первый год. И вы знаете, собака, которая никогда не жила в домашних хоромах, он оценил, ему понравились условия, и его даже хвалят, что он хороший, спокойный, адекватный пес, хорошо себя ведет дома, и ему ищут достойную семью, а если и не найдут, то останется здесь, где он уже живет на передержке. Вот такой непростой путь с серьезным подходом к пристройству проходим мы все, несколько человек, не безразличных к судьбе каждого спасеныша. Уверена, что и у Аркаши все будет хорошо, и даже лучше, чем есть. Он будет обязательно в своей семье. И вот еще один наш малыш Шарли, спасенный от сжигания в Астрахани в апреле 24 года. Очень скромный, зажатый, боязливый, даже трусливый. Приехал он на мое кураторство и просидел год на вольерной передержке. Да, написал Лариса и все. Я сейчас бегу за водой. Боясь пошевелиться, боялся людей. Ручки приходили смотреть, но он и с места не сдвинулся, трясся весь. «Ну, такого не пристроишь», — сказала я. Через год пришлось переводить на индивидуальную квартирную передержку. Давай, Шарли, потихонечку, давай. Пойдем, мой хороший, пойдем, хороший. Шоколадка. Ну, ты шоколадка. Шарли, шоколадка. Эй, тебе надо расколдовывать. Заколдовали мальчика. Да? Да, по-моему, девочка, нет? Нет, это, Мальчик? по-моему, мальчик. Не знаю вообще. Шарли и девочка, и мальчик. Пойдем.
заколдовали его. Поэтому уже надо расколдовывать. Пойдем, зайка. Эй, Давай, иди сюда. эй. Давай, пойдем. Шарли. Ай, молодец. Давай, Вот так. молодец. И только тогда лед тронулся. Он научился всему: переходить дорогу, ходить на поводке, ездить в общественном транспорте к грумеру. Как он изменился и расцвел, научился мыть лапки и облизывать женщину, которая всему этому его научила. Научила не бояться людей, детей. Спасибо огромное такой передержке за такой кропотливый, тяжелый труд, круглосуточный. И когда наш малыш прошел всю эту школу и стал готов к пристройству, по истечении 5 месяцев обучения, вот тогда только он и нашел свою семью. Семью он нашел в Германии. Спасибо нашему человеку, нашему другу в Германии, которая щепетильно подбирает семьи каждой собаки, проверяет, контролирует собак пристроенных, навещает, взвешивает все детали. Спасибо большое ей за такой подход. Вот теперь, через полгода после спасения из астраханского ада, можно расслабиться. Теперь он в надежных и любящих руках и под контролем нашего человека. Семья также прошла все экзамены и тесты перед тем, как она получила нашего Шарли. Будь счастлив, дорогой Шарли. И говорю всем причастным к этой истории с Шарли огромное всем спасибо. Путь был нелегкий, но мы все прошли его, чтобы сделать нашего мальчишку счастливым. Друзья, сегодня в ролике я о 5 вам рассказала и хотела показать, что каждое пристройство – это не просто разместить фоточки на какой-то сайт. Нет, собак все хотят идеальных, чтобы не заморачиваться с их поведением, социализацией. Конечно, есть собаки бывшие домашние или от природы спокойные, умеющие ходить на поводках, знают, что такое выгул по часам, умеют себя вести и дома тоже. Но нам приходится спасать и после их тяжелой жизни, а потом снова многому учить их с нуля. А это не просто покормить, это тяжелый труд, и человек должен быть сильный, терпеливый, умеющий, чтобы собака не сбежала из слабых рук. Все это мы проходим и очень стараемся, чтобы они находили семьи и ехали туда подготовленными. И в эти тяжелые времена мы как никогда нуждаемся в добрых, ответственных людях. Если они не будут уезжать в семьи, значит, не будут освобождаться места для других, чья жизнь сейчас на волоске. Мне тяжело докричаться до наших людей, чтоб брали, хотя бы уже готовых к пристройству. Поэтому не спасаем новых. Новые погибают, их сжигают. Я благодарю всех, кто с нами многие года, кто помогает нам, делясь последним. Спасибо, друзья, всем.